нахожусь в Якутске. Строят школу, объект огромнейший. Там еще комплекс. Там, скорее всего, что-то спортивное будет. Строят турки, генподрядчик. Перевозим вот эту запчасть от клипхера, крана, я так понимаю. Сначала сейчас бетонная плита, я хочу посмотреть, сколько она весит. У него на крану есть, сколько она весит, как его, вес ее, потому что непонятно. Сейчас я спросим. Всем привет, друзья! Разгрузился и тут же гружусь. Короче, привез я бетонные эти, короче, блоки бетонные эти, газобетон. И вот сейчас вот хочу посмотреть, сколько она весит. Че, сколько? 3 тонны? 3 тонны. 3 тонны весит. 3 тонны. 3 тонны, да. 6-9. Не, это не 3 тонны, это... Это да, это меньше. Смотри. Ну эту наперед, давай тогда ее. Я что бегаю, потому что надо загрузить ведущую ось. Туда? Смотреть? Ладно, давай. Фу, бедный прицеп, что он только не возил, а? Короче, везде серьезные объекты, огромные, да? Турки строят. Ой, аккуратнее, мне крышу не сломайте. Он по рации ему говорит. Так, ладно, грузимся. Короче, сверху она не зашла. Я сейчас назад сдавал. Ее заводили, я сейчас назад сдавал. Я хрен знает, как ее теперь. Нет, тяни вот этот край на себя. Тяни, тяни. Еще тяни. Стой, стой. Тяни на себя, тяни вот этот край. Во, все. Стой. Еще тяни, во. Стоп. Что, нормально идет? Блин, не закрыть, да? Закрыть? Не, в общем, липхером не загрузили. Я вот так стою. В общем, вот эту штуку дополнительную поставили на вот эту, как ее назвать-то, липхеровскую стрелу. Она же разборная. Я так понимаю, вот здесь троса идут. Вот. И вот эту сейчас хочу увязать с этой к полу. Ну, вместе с основной и вот второй вот этой штукой. Вот там я сделал. Сейчас сюда еще. Ну вот. Только как туда подлезть на карачках, потому что мне отсюда не залезть, блин. Ой, не упасть бы. Так. Что не загрузка с турками, так что-нибудь прикол какой-нибудь нестандартный. Вот же, видите, тут троса же, это же от крана. Правильно, и отсюда вот как бы стрела идет. А вот эта троса, вот как мотор. Я говорю, что не загрузка, так какой-нибудь квест. Но вот это я увязывать не буду. Как бы общая конструкция 7 тонн. Вот это самая тяжелая, она сейчас как бы придавлена. Посмотрим, в общем, по ходу движения. Вот эти только посмотрим. 2 ремнями увяжу. Она как бы сама вот это весит 2 тонны.
Ну, вот эта штука. И привяжу ее. Все. Так, сейчас надо вылезти отсюда. В общем, ребята, забрал документы. Все, идем. Короче, называется АО ЛМТ образовательный комплекс «Точка будущего». Республика Саха-Якутия. Жатай. В общем, знаете, чем мне Якутия нравится? Ну, помимо того, что морозы здесь, да, такие бодрящие. Я бы еще сказал... Так, это ко мне, что ли? А, нет. Сейчас. Ох, тут грязище-то. Ну, на стройке всегда грязь. Что уж поделать. Я сейчас фотку ставлю, я сфотографировал, как будет выглядеть конечный результат. Все, да? Все. Все, счастливо. Пока. Все, пока. Да. В общем, чем мне нравится подход Якутии, на самом деле, вот езжу же здесь, привожу на стройки, смотрю, как развивается, да, Якутия, как они филармонию, да, строят, то есть развивают искусство, этнические центры. А вот этот крупнейший, я сейчас фотку вставлю, крупнейший просто для детей, тут школа, вот это паркинг, так как здесь зимы, вот этот паркинг, здесь зимы же холодные, вот это будет отапливаемый паркинг для машин, представляете, да? Вот, и то есть вот эти вкладывания в будущее детей, вот в частности детей, это же на долгосрок идет, то есть это потом выстрелит лет через там 50, через поколение, да, когда дети вырастут, которые отучатся, да, и искусство, вот это все, это же потом даст толчок роста еще дальнейшего развития Якутии. То есть это молодцы, правительство здесь думает наперед, молодцы. Ну, по крайней мере, я так думаю. Искусство обязательно же, в детей обязательно. Обязательно детей, так что молодцы. Я фотку, еще раз говорю, я сейчас сфотографировал, конечно, как она будет выглядеть. Посмотрите, довольно-таки красиво. Представьте, да, в условиях крайнего севера. Нет, не крайнего севера, крайний север-то еще там дальше. Но сам факт, как бы здесь-то условия-то довольно-таки суровые. Так что, ладно. Все, сейчас мы едем на паром. Надо успеть выскочить отсюда. Так, мне главное сейчас, блин, одной рукой механику включаем. Не застрять, я тут уже буксовал немножко. У меня сейчас на ось сколько, 11 с половиной, по-моему, что-то показывает. Сейчас надо ровно встать. Вот. Так что молодцы, прямо респект Якутии. Видно, как развивается, вкладывается. Вот так представьте, да, по всей стране бы. Не, ну, наверное, же по всей стране так же и делается. Я же не везде бываю. Ну, плюс к тому же, тут, видите, надо учитывать, что если, допустим, в более западных, да, регионах, ну, возьмем, допустим, Башкирию, допустим, такие комплексы, наверное, то уже и есть, ну, в плане, как сказать, и искусство развито уже, и школы хорошие есть, а здесь, как бы, видите, низкий, то есть, как бы, старт позже был дан, то есть, и то, что мы сейчас видим, думаем, что, о, нифига, как Якутия развивается, нет, она просто, наверное, пытается дойти до того уровня, где уже в западных регионах уже это давно есть, наверное, так правильно бы сказать. Но молодцы в любом случае. Вот, как-то так. Так, сейчас охраннику документы отдадим. Ай, не отдадим, покажем, что там открыть надо ему. Ладно, все. Хорош трындеть. Что-то у нас тут Ивека заехать не может никак встать. В общем, ждем. Ну, вернее, уже заезжаем. Сейчас надо тут заехать. Тут такой не очень заезд.
как обычно. Ну, должен нормально заехать. Все отлично. Сейчас переедем и будем вставать, отдыхать. Я просто что-то... Кто смотрел прошлую серию, вымотала меня вот сейчас поездка. Так что вот, ладно. В общем, плывем. Идем. Плывем. Опять сейчас напишут комментарий. За 1,5 месяца, по-моему, я уже тут 3-й раз побывал. Я думаю, надо перерывчик сделать. Якутии хорош. Хватит пока. Что-то я устал. Дорога-то не очень. Да и сроки тоже. Поэтому и устаешь сильно. То есть вот эти попрыгунчики здесь тоже присутствуют. Вот, так что надо паузу взять. Надо отдохнуть. Потом уже с новыми силами можно сюда опять ехать. Вон еще один плывет. Слышно, да? Как он тарахтит. На холостых идет, потому что по течению особо-то не нужно газовать. Как-то так. Ну ладно. Доброе утро. Так, 7:40 местного. Ну что ж, проснулся. Надо было кофе попить. Я думал, здесь столовка уже работает, но нет. Тогда сейчас, может, тормознемся, кофейку сделаем. Доброе утро. Как видим, легкий снег начинается, идет. Ну, он вчера еще начался. Переночевал прямо на причале. Начинается у нас рейс протяженностью 6400 километров до Тюмени. Говорили, что в Чите, в Забайкальском крае снег выпал. Но, возможно, он уже растаял. Ну, то есть, что нас ждет впереди, одному Богу известно. Зима на носу, уже, наверное, зима во многих местах. Поэтому в добрый путь, пожелаем нам удачи. Там так, дальше будет еще там кафешка, там покушаем тогда. Ох ты, там снег-то посильнее идет, ребята, прям вижу. Сидушку пустил вчера и забываем поднимать его. Так, ну что, все, в добрый путь, ребята. Вам приятного просмотра. Начинается наш рейс Якутск-Тюмень. Да, снег здесь посильнее идет. Ладно, позже включимся, где там что интересного будет. Надеюсь, поменьше интересного. А что у нас тут сейчас? Снег ожидает, походу. Сюда я ехал, снега здесь не было. Как видим, уже снег. Ладно, поехали. Так, ребята, решил проверить груз. Так, где у меня тут обрыв снять один, подвязать надо. Ой, что? Сейчас увидел. Вчера-то так сразу и не заметил. Сейчас покажу. И вот эта хрень смещается влево. Смотрите. Видите, сколько расстояния осталось до стенки? Сейчас приближу. Видно, да? Она сместилась. И тут расстояние какое. Ну, имеется в виду между этой, и там. Она, зараза, сместилась. Надо ее как-то притянуть сюда. И вот эта вот хрень болтается.
ты ж болталась только что. Она вот так вот это бьет, чтобы не стучало сильно. Это я, видать, еду, грохот такой тут стоит. Мне-то по сути не слышно. Так. Сейчас вот эту привяжу. И как-то надо думать вот эту притянуть к этому краю. О, смотрите. Что оно так? Сейчас я ее притяну, и все. И надо будет там задуматься. Видите, она уже к стенке уперлась, зараза. Я вот думаю, за тот край взять. Так вот, и сюда. Тут острые края. Так, что же подложить, чтобы не перерезало. Так, ну, в общем, сейчас вот разрезал, ну, обычную под мочевину. Надо было, зараза, видишь, место сколько еще. Надо было чуть выше ее срезать. Так бы срезал. Ну, хотя, с другой стороны, лопата не залезет. В общем, смысл в чем? Тут же особо негде хранить песок. А тут в Якутии на каждом подъеме есть кучки. Мы тормознемся, лопатой я накидаю. Сколько здесь лопат, я не знаю. Лопат 10-то зайдет, больше, наверное. И все. И у меня будет песок с собой на всякий пожарный. Что где встану, где, если что, нету песка. Все, ножом порезал, помыл его. Так, все, пациента я подправил, подтянул ремни. Как говорится, будем наблюдать за ним, за пациентом. Если что, там еще ремень накинем. Сейчас уже ехать надо. В общем, как-то так. Все, поехали. Так, ребят, ну что ж, у нас 166 километров пройдено от Якутска, вернее от Бестяха. Как мы видим, снег, как только от Лены отвернул, так вот он и идет. Причем я вчера-то здесь проезжал, тут не было снега. И смотрите, как быстро навалило снега. Буквально за вчерашний день и ночь. Уже много снега. Ну, дорога сырая, нормально, ехать можно. Проблем нету. Да. В общем, шагаем. Сейчас надо, где кучки будут, щебенки, остановимся и наберу я про запас на всякий случай, чтобы, если что, где-то на загрузке, на разгрузке или где-то на подъеме или еще где-нибудь встал, подсыпал и поехал. Ладно, позже включимся. Идем, шагаем. В общем, набираем. Хотя там, блин, что-то я сейчас достал ее. Вода была. Ха. В общем, вот эта лопата с Оренбуржья, она мне досталась, когда я в глине застрял-то. На берегу Урала. Короче, нашел ее. И якутский щебень. Так и живем.
Оно тяжелое. А что не двигается? Она же должна фиксироваться, по идее. Нет? Черт. Как я зафиксировал? В общем, как-то так вышло. На всякий пожарный. Все. Так, сейчас надо поставить. Стоп. Все, ребята, заправляюсь. Вот видите, у меня один погас. Он сгнил. Надо менять. Все, сейчас зальем немного литров, чтобы мне хватило до 4. $72.60. Все вроде нормально. Так, ладно. Так, ну что, Алдан позади. Идем дальше. Что у нас сейчас? Горы, косогоры. А, вот здесь, когда я в прошлый раз-то ехал, возвращался, то здесь снегопад уже шел. И вот здесь на подъемчике-то я встал. Здесь такой поворот. Вот видите. Я там застрял. Да, вот он. Ну, сейчас вроде посыпано и снега нет. Сразу переключимся на 10-ю. Даже 9-ю надо было. Я тут думал, смотрите, как посыпано, прям щедро, от души. И вот сейчас так потихонечку и к перевалу тут перейдем. Так, ну что ж, позже включим. Сейчас уже, вернее, даже стемнеет. Уже там особо ты не позаписываешь. До Тита-то мы дойдем, уже, наверное, темно будет. Тут еще километров 100, по-моему, осталось до него. Как-то так. В общем, ладно. Шагаем. Причем, что любопытно, да, получается, когда я вчера же тут проезжал, или нет? Позавчера проезжал, снега не было. И вот смотрите, за буквально сутки выпало сколько снега. Прямо прилично. Повторяется та же самая ситуация, как я обратно ехал. Предыдущий рейс, то же самое в этом месте. Вот между Алданом и Титом. Тут, похоже, постоянно снега идут. И вот сейчас, кстати, мы въехали в циклон снежный. И снег начался. Смотри, дека сюда что-то пошла, но не было, блин, кроме ваших олимпов, никого, это что-то пачками и дека идет. Вот. Знаешь, видать, где-то что-то подписали, с кем-то завозят на один. Ух ты, нифига там лужа. В общем, как-то так. Шагаем. Что у нас?
Чульман 211, Нивер 610, Большой Немныр 43. Да, снег это прилично навалило. А я ехал, здесь не было снега. Тут сейчас уже сугробы прямо. Давай, проходи, Вольво. Работай. Че ждешь-то? Я же груженный, а ты, я смотрю, ревка-то легкая. Пустой, но... Пустой. Тебе газовать надо. Газовать. Спасибо. Давай, давай, удачки. Видишь, я груженный, я смотрю, ты пустой же. Да, я пустой. Ну ладно, давай, удачки. Спасибо вам тоже, удачи. Опа! Ну у меня сколько там? Тонн 17, по-моему, или 18. Ну не сильно груженный, как бы, ну и не легкий. Как-то так. Ну снега прилично, прилично. Нормально. Уже зима. Так, ребята, сырая дорога закончилась, начинается белая дорога. Что, конечно же, не радует. И плюс по-хорошему, вообще по-хорошему, вот в темное время суток вот в этих местах да нечего ездить, шлындать. Почему? Потому что как бы сейчас переменчивая погода, 0 градусов, сейчас темнеет. Стараться есть, он гоняет. Будет минусовая температура. Соответственно, сейчас я уже думаю, что скользковато. Как-то так. Сейчас еще трал обгонял. Говорит, друзья у него, товарищи едут навстречу. Что-то, говорят, висят на перевале. Ну, сейчас вот попадались на встречку, то есть, видать, кто-то проходит, кто-то висит. Ну, кто-то не может подняться. Зараза, конечно, вот эта белая дорожка не радует, не радует. Хотя, казалось бы, так красиво звучит. Белая дорога. Да уж. Так, и скоро у нас перевал. Что-то я так и не запомнил. По-моему, сейчас какой у нас стол? 552. Я вот что-то не помню. На 500, по-моему, да? Что-то там 500 какой-то. Да, 500. О, уже красное появилось. Красное появилось на навигаторе. Что-то я думаю, что я зря поехал в ночь. Что-то это вообще медленно идет КамАЗик. А, это не КамАЗик. Это Хино. О, сейчас спуск начнется. Ох, дорожка-то. Сейчас спрошу по рации. Ребят, подскажете, что там на перевале, а? Рации нет, что ли? Или они на F? Чистота перевале все. Чисто? Так, ну ладно, скатываемся потихонечку, сильно не отпускаем машину. Сами все видите. У меня вроде на ведущую трось нормально
давит. 11,5. Так, тормаживаем. Чего разгоняется машина все равно. Снег идет, снег идет. Надо экшн-камеру покупать, потому что самое интересное я не могу записывать. Опа. Ладно, позже включимся. Вроде как ничего, ехать можно. В общем, ребят, шагаем. Снег как шел, так и идет. Еду и думаю, нахрена я попёрся на ночь глядя в таких условиях. Ну, ничего не поделать. Тут уже нигде не встать. Опа. Еще и дорога, блин, провалами. Че там? Кто там моргает или что? Да что ты? Да блин! Че там? Кто там моргает? Да ёб твою мать. Чуть скинуть. На аварийке стоишь, что случилось? Я стою, я ползу потихоньку. А, все, понял. Что там спереди есть? Обойду тебя. Чисто, чисто, и обходи. Все, принял, побежал. Спасибо, давай, удачки. Взаимно, взаимно. Давайте, блин, обгоняйте. Подъемчик. Газуем, газуем. Подъем, блядь, обгоняй! Долбоеб! Твою ж дивизию, блин! На легковой обогнать не может. Мне газ надо давать. Извиняюсь. Все, нормально, поднялись вроде. О, блин, спуск. Ильдар Долбе, хороший человек. Зачем ты на ночь попёрся в этих краях? Зачем? Зачем?
ночь глядя, ты попёрся. Зима пришла! Ура! Трикратное ура! 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 Это я уже так. Ой, блин, зима, зима. Зимушка, зима. Сильно Что нет. случилось у тебя, только моргаешь там? Да это... Я ползу потихоньку. Вы прохватываете, вы что сколько ползешь потихоньку? Да. Обочинка, если что, пока обочинка цепляет, еще не закатана. Да где тут обочину вы видите-то? Все в снегу. Ребята, вы чё? В общем, один из дней дальнобойщика в России. Сильно машину на спуске я не люблю отпускать. Почему-то мне вот психологически некомфортно. Подъем меня не так страшит, как спуск. Почему? Не могу сказать. Я вот как представлю гололед и как ее останавливать на спуске, я вот мне постоянно аж плохо становится. Не знаю, как для кого, но вот для меня вот такая вот ситуация. Так, ну ладно, все нормально, спустились. Сейчас у нас будет теперь подъем. Разгоняемся. Сколько? 2,2 километра, 12%? Да вы чё? Ай, 12 градусов. Процентов. Или процентов, правильно. Ни хрена себе. Газу, газу, по коробке летим. Летим, летим, мой хороший. Давай, давай, шагманчик. Давай, давай. 83. Блин. Так, дальний, дальний. Чем дальний? Ай, красавчик ты мой, а. Красавчик ты мой. Выдержал. А, молодец. Блин, всякую фигню ловит. Так, 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 что у нас сейчас? Так, еще подъем, да? А, не, паркинг. Я уж увидел, подумал, расширение. Опять. Ну, 2 полосы вверх, надо газу. Нет, паркинг. Парковка. Так, по идее, скоро уже перевал будет. Так, и спуск, спуск, спуск. Выключи-ка дальний. Дальний выключи. Так, что у нас со спуском? Со спуском хрен поймешь. О, ни хрена себе! Вот ты, чувак, блядь, стал, аварийку, блядь, включил бы на... Еб... Твою ж мать, блядь! Вы видали? Ни габаритов, ни хрена нету!
Бля, извините вы меня, но у меня слов нету, просто. Реально у меня слов нету. Аккуратней. Да и... Ладно, ты поймешь, когда увидишь кого-то ты сейчас встретишь по пути. Ох, у него что, полностью машина заглохла, что ли, что даже габариты не включить? Аккуратнее там, ребята, одна полоса занята, темная, ни аварийки, ничего, ни габаритов, ничего не горит. Никто ничего не сказал. В какую сторону? В сторону Якутска, в сторону Якутска стоят. После паркинга. А, все, вижу, да, что-то вообще ничего быть у него, ни аварийки, ни габаритов, ничего. Газелька с прицепом стоит, аккуратнее, ребят, потом. Охренеть, блин. Я уж не знаю, как это назвать. Никто ничего не сказал по рации. Ребята, ну вы что в самом-то деле? Не, ну может быть он только-только встал, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, едем. Так, ребята, тит начался. Газку. Вроде нормальный. Вообще не шлифую. Иду. На 9-й, на механике. Блин, тут надо скинуть. Нормально уже. Ой, блин. Основной подъем-то прошли. Такой небольшой. Да, тут смотри-ка. Быстро ты не пойдешь. Да, он уже кто-то висит. Уже кто-то висит. Так. Ребят, спускаетесь вниз, попридержите, обойду. У нас вот коллега висит на Нерюнгре. Блин, ликование не вовремя. Да, есть просто. Газуем, ребята, сейчас. Газую. А, Мерсик, да, он меня обходил. Идем. Газую. Все, ребята, обошел. Спасибо огромное. Еще машинка стоит, тоже по встречке работает. Ребята, я извиняюсь, что камеру держу так, но у меня вариантов нету, потому что мне надо... И так вообще как бы не надо так записывать, эксперименты ставить. Надо на голову камеру. Блин, зачем я на 8-ю-то включился? Все, стоите, помощь нужна какая? Попридержишь, обойду его ходом. Все, обошел. Спасибо. Вообще его нету. Опять сюда, дружище. Фу, так, теперь у нас что, все.
А, тут же одностороннее движение. Так, буксую. Понял, понял. Алим в канале? А, все, вижу, ты не в машине. Че он так встал-то? Так, ну что, спускаемся. Что-то все стояли, ждали меня, что ли? Все за мной поехали. Не ссать! Пардон, меня же дети смотрят. Короче, ну, мужики, вы меня поняли, да? Живы будем, не помрем. Да нормально. Сейчас спустимся. Только я вот тормоза практически не отпускаю. Ну, я и не качусь быстро, правильно? Не перегреем. Так. Что-то тут еще перекопали, успели. Копают, видите, техника даже ночью работает. То есть они тут круглосуточно, усердно. То есть даже через месяц уже здесь что-то поменяется. Потому что я сейчас вот в Якутск-то ехал, я, по-моему, не здесь не ехал. Я вот правее ехал. Они уже здесь запустили. То есть как-то, видите, меняется быстро тит. Так, ребят, ну нормально все, спускаемся. Неудобно одной рукой, честно говоря. Тут качает всю кабину. О, блин, снег еще идет. Ладно. Висят, бедолаги, висят. Подняться не могут. Да, подняться не можешь, шлифует. Что это, Алим, да? Да. Висят, ребята. Слушай, сколько раз вот ездил, да, в Якутск? Раскатывайтесь на нерку, сейчас въебок будет у нас. Тут хоть поймешь, кто на FM, кто на AM сидят. Ой, я же записал. Ой, извините. Здесь в основном на FM Якутия сидит. Да я знаю, я всем об этом говорю. Так, что, КамАЗик тоже висел. Так, ну ладно. Парни, пробуйте по встречкам, сейчас пройдем. Встречка маленько шероховатая, вы уже залезали себе здесь все. Ладно. Сейчас у нас асфальт начнется. Как там на асфальте дела, посмотрим. В общем, тит пройден. И слава богу. Что, у меня тахограф ругается? Ну, я знаю. Не ругайся. Короче, надо вставать. Ну его нахер. Экспериментировать опасно. Ночью кататься в снегопад, это как-то, знаете, ну, как бы неоправданные риски, вот так можно сказать. Смысл рисковать никакого, абсолютно. Сами видите, да, какая дорога? Просто белая.
общем, после Тита же есть там через 20 километров стоянка небольшая, кафешка. А там все забито. Пришлось поехать. И главное, только отъехал километров парочку на подъем, подымаюсь. Какой снегопад пошел, ё-моё. С пробуксовочкой подымаюсь, спускаюсь тоже. И вот сейчас вот, благо этот, километров через 20 нормально стало. Влажная дорога, слава богу. Ехать можно. Снег идет, правда. Но зато этот не скользко. Кати да кати, как говорится. Вот. Слава богу, все вроде как нормально. Сейчас до Нерюнгри добежим и там будем вставать. Сейчас обойдем. Ладно, все нормально, выбрались, слава богу. Позже включусь, наверное, или завтра уже продолжим. О, ребята, сзади гравийка осталась. Доброе утро. Наконец-то я выбрался с Якутии. Амурская область начинается. В общем, как-то за 1,5 месяца многовато. 3 раза, чуть меньше 1,5, по-моему. Вот Саха-Сире. Якутия. Пока-пока. До новых встреч. Но пока паузу надо. Что-то я подустал, реально. Выматывает поездки сюда. На самом деле, что-то как-то тяжеловато. За 1,5, ну, может, надо посчитать, но где-то по ощущениям 1,5 месяца я 3 раза сюда уже съездил. 3 раза. Поэтому я сейчас, наверное, а точно, наверное, там дней 10-то возьму отпуска. Надо кое-какие дела поделать. Дела накопились. В общем, надо заняться другими делами, в общем. Потому как я что-то вымотался. И надо немножко отвлечься от руля, от дороги. Как-то, ну, понимаете, да, меня? Ой-ой-ой. Чё ж такой поворот-то жесткий. Вот. Все, наконец-то. Сейчас у нас Тында. Там прям возле ННК кафешка, бурятская кухня. Сейчас туда заедем. Что-нибудь укусим. Не что-нибудь, а укусим бузы. Флёр не буду брать. Уже поел супчик с утра. Поэтому бузы там штучки 4-5 возьмем. Ну, они маленькие там. Ну, блин. В общем, ну, ладно, чего уж. Более-менее там вкусные. Вот. Кофейку надо будет бахнуть. И дальше ехать. Сегодня сейчас до Невера доедем. Заедем на ту стоянку. Надо рыльно-мыльные дела сделать. У меня паста зубная закончилась. Купить какую-нибудь. Зубы почистить. Как-то так. В душ уже не буду здесь ходить. Поеду. В этом сходим. В Иркутской области. Или сейчас. Ну, посмотрим. Еще доехать надо. До туда 258 километров. Еще ехать и ехать. Ой, дорога нормальная пока идет. Нырков-то нету этих. Опять все на полу. В общем, как-то вымотало. Чуть-чуть тяжеловато было. Вообще реально тяжеловато. Так что
отдохнем немножко, и потом с новыми силами можно опять Якутию штурмовать. Тут уже как раз уже снег будет, повеселее будет, на перевалах будет повеселее. В общем, так, что у нас? Спуск 6 градусов. Ладно, все. Долго не буду записывать. Почему? Потому что рейс-то длинный. Опять 2 части делать. В одну часть ты уже не влезет, это точно. Там еще по дороге, скорее всего, что там, Чита, Забайкальский край, там говорят, тоже снег не слабо так выпал. Забайкальский, вернее. Посмотрим. Пока доеду. Ну вот. Скидываем скорость. У нас тут препятствие в виде моста, на котором 100% можно подскочить. Это у нас ЖД мост. Ну, вернее, ЖД проходит. Так, ладно, все, не будем долго. Поехали дальше, работаем. Все нормально, все хорошо. Погнали. С Денчиком встретились. Привет, привет. Ой, бля. Так, Дениска, привет. Привет всем. В тот раз я без бороды же был, да? С бородой был? Борода была? Ну, сейчас Да. уже побольше же. Да? Да, я чуть не Вырос заметил. Так, показывай, что сделал. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6, да? И получается, вот здесь сделал Денис такую штуку. Уголок. А это просто, да? Да, алюминиевый уголок. Ага, и на эти, да? И на болты. Вот же, Ну. там грязный. Ну, слушай, неплохо. И сзади, считай. Да, самоделка так нормально. Ой, смотрится. Ну, покупать за бешеные деньги. Ну. Заводские нержавейки, что-то это. Будешь ездить или нет, и так около 2 рублей, считай, на эти. Ага, вот. Ты это уже видел, да, вроде? Да, это я видел. У тебя камера не тупит? Нет. Хорошо работает? Да. У меня нифига. А что она? Ну, то работает, то нет. Контакт, значит? Где вот этот штекер? Да, я уже и этот другой купил. Да? Ага. И ты, получается, его куда подсоединил? Прям к этим, на подсветку номера. А, на подсветку Да, номера. на габариты не стал врезаться. Ага. Потому что здесь уже, видишь, красиво все. Пусть остается. Да. Слушай, ну неплохо. У тебя резинки целые, вот у меня вот здесь вот уже внутри начали рваться. Да, Сейчас- видишь, вот кузов, смотри какой. Охренеть. Ребята выезжают. Они в Куранах едут, Нижний Куранах. Вон Дениска. Ну а я туда, они туда. Пока-пока. Остановились, поболтали, кофе попили. Они легкие, 8 тонн. Оба загруженные. Я даже не спросил, чем гружены. Но 8 тонн, говорят. Так что вот. Ладно. Сейчас, короче, что мы делаем? До Ерофея Павловича. Уже темнеет. Там, скорее всего, в душ схожу. Помоюсь. Все эти дела сделаю. И там уже посмотрим. Может быть, и там и останусь ночевать. Либо
либо еще дальше проеду. А там что, где встать-то? Я уже что-то... До Могочи, я не знаю, дотянули. Посмотрим. До Могочи. Так, у меня тут шторка. Поправить. Все, заводимся тогда. 8 тонн, конечно, ё-моё. На расслабоне это ехать. А что такое? О. Так. Эх, бля, у меня вода-то в брызгалке закончилась. Стекла помыть бы. Так. Пропустим. Там кто-то, мостик летит. Поедем. Ну ладно, все тогда. Так, ребят, ну что, наконец-то выехал я на эту развязку. Покидаем автодорогу Невер-Якутск. По-моему, Ленаш, да, называется она. Даже как-то и не интересовался. Так, забил до Ерофеева, у нас 155 километров показывает. Едем до туда, предварительно там тормознемся, а потом посмотрим. Потому как уже скоро стемнеет. Такое ощущение, что-то я солнце не вижу, где оно. Да, уже, по-моему, сейчас. Так, час в Уфе плюс 4. 5 часов вечера здесь. 2 часа езды, это 7 часов вечера будет. Ну, посмотрим. Загадывать не будем. Сковородка 20, Чита 929. Так. Ну, посмотрим. До Могочи, наверное, я не дотяну. Ладно, в добрый путь наконец-то выбрались. Сейчас тут дорога немножко получше будет. В Забайкальский край въезжаем, там похуже. Вот. И так вплоть до Читы. Там местами будут, конечно, новый асфальт. В общем, как-то так. И уже потом после Улан-Удэ более-менее нормально. Уже после Иркутска, уже в Иркутской области более-менее хорошие дороги. Ладно, добрый путь. Я тебе говорю, здесь слабый воздух. А? Слабый воздух. Вообще бред нашел. Так вы только что, с леса выехали? Или только приехали? Вчера выехал. А, вчера выехали? Сейчас опять. Больше месяца катаемся по лесу. А? Целый больше месяца уже по лесу. А зачем? Один пойдет интернет, отбиваем трассу. Где трактора пойдут, блядь, нормально. Что тут интернет, это вообще беда, Да. блядь. Вот просто Куликовский кабель пойдет сюда. А куда? Доброе утро. В общем, выехал я с Ерофей Палыча. Я уже не знаю, сколько я проехал километров. Ну, километров, наверное, 300-то проехал.
В общем, остановился сигарет купить, и мужики подошли с этим, с Иркутска они. Квадрик-то продуть, говорит, этими, забивается елками, и радиатор-то с тайги-то с леса выехали. Говорит, что он с августа здесь? Понятно. Кабель, короче. То ли они там маршрут прокладывают, а техника уже потом по этим фишкам. Но, видать, там какие-то критерии есть выбора прохода кабеля, укладки, закапывания в землю, да, и, соответственно, они прокладывают маршрут, а уже потом техника там пойдет, говорит, правда, говорит, не знаю, как там техника, говорит, болото, кабель Ростелекома, короче, тараканят. Нихера себе. Я говорю, а подожди, а как Запад с Востоком-то, чем кабеля-то соединяются-то? У нас же соединение-то есть. Он говорит, Мегафон. Я говорю, в смысле, а что Ростелеком? Мегафоновская. Но, говорит, а вот линии ЛЭП идут, там по воздуху кабеля, газа, как же он их назвал? Короче, какая-то не в земле, а по воздуху кабель, в общем, на линиях ЛЭП висит. Там, наверное, Ростелеком. Или тоже Мегафон. В общем, что-то как-то я не понял конкретно, но сам факт. То есть Мегафон здесь. А потом, говорит, Ростелеком выкупил кабель. Один, что ли. И, соответственно, или они в аренду снимают у Мегафона. Ростелеком же у нас считается самым крупнейшим. Собственник, сам хозяин, ну, в смысле, вот этих оптоволоконных кабелей. А тут, оказывается, Мегафон. Вот это да. Тут, я думаю, здесь этот интернет, если LTE, как бы, хорошее качество, тоже нормальное у Мегафона. Молодец, Мегафон, молодец. Вот, говорит, заканчиваем уже, что ли. Он сказал, до этого тянут они, до Ерофея Павловича будет этот кабель идти. А там, наверное, состыковаться будут с другим кабелем, может быть, как-то так. В общем, там свои нюансы у телекоммуникаций. Вот, типа вот таких вот ЛЭП, и там вот висит кабель. Ну, что-то я тут не вижу кабель, тут все силовые вроде как. А может, наверху где-нибудь. Ладно, не столь важно. В общем, шагаем, все нормально. Сейчас хотел здесь супчиком поесть, да что-то ладно, думаю, поеду. По-моему, больше кафешек-то и не будет. Сейчас там маяк. Можно на маяке тормознуться. Хотя, с другой стороны, уже до Чернышевска дойти. И там за Чернышевском уже покушать. Чернышевского у нас, сколько сейчас скажу, какой у нас сейчас столбик, и уже более-менее понятно будет. В общем, вся работа дальнобойщика заключается от любимой кафешки до любимой кафешки, и вот таким макаром передвигаемся мы по стране. По крайней мере, наверное, я, подумаете. От кафешки до кафешки ездим. Ну, я шучу, конечно. Кто-то в кабине готовит. Я вот так, 475. Ого, 175 еще до Чернышевска. Многовато, многовато. Так, ну ладно. Добрый путь. Едем дальше, все нормально, все хорошо. Ух ты, какая Mitsubishi Lancer. Обклеенный весь. Honda, что-то Honda какая-то. Ладно, добрый путь. Так, ребят, ну что, так, у нас. Сейчас заедем на эту стоянку. Во-первых, у меня груз
ремень слетел, скорее всего. Там неудобно закреплять. Я сейчас по-другому подтяну его, потому что он начал торчать. Которая верхняя. Верхнюю, которую положили, запчасти от крана. Что, надо окна помыть, надо груз подправить и покушаем сковородочку. Вот, а сковородочка, блин, там камень такой, ёпана мать, прям по нему проехал. Ну не острыми краями, просто булыжно. Вот, и соответственно, она, правда, как бы дороговата. Ну ладно, чего уж иногда себя побаловать-то можно. Я уже здесь 100 лет не останавливался. Зимой-то здесь я не люблю останавливаться, потому что если морозы, то здесь тоже как бы сильные морозы здесь на стоянке. Я в других местах останавливаюсь, я себе пометки сделал на навигаторе, где разница аж прям 10 градусов. 10-12 даже есть местами. Ну, в низину опускаешься, допустим, 50, а в определенном месте встаешь, там 40. Ну, разница есть же, да? Даже 38 там, допустим. Поэтому я в других местах останавливаюсь. Здесь я очень редко. На ночевку имеется в виду. Как-то так. Что-то еще люди спят. Хрена себе. Кентавры. Вы что, кентавры, спите? Подъем. Блин, что-то я тупанул, надо было чуть-чуть вот так сделать. И вот как-то вот так вот встать. И тем более здесь зимой вот наклончик такой есть. Вот как сейчас все стоят, здесь наклон. И вот выезжать все буксовать начинают. И потом геморрой отсюда выезжать. Вот, и вот потом упражнения у людей начинаются с утра пораньше. Здесь вот такой вот подъемчик. Поэтому здесь я стараюсь не ночевать. Сейчас как бы, сами видите, земля чистая. 13 градусов, кстати, вообще тепло. Так, и что, сейчас поправляем груз. Пойдем посмотрим. Ну, там, скорее всего, ремень сместился. Ну что, пошлите. Посмотрим. А, ну окна надо помыть. Воды набрать. Все, документы сдал. Едем по Чите. Читинцам привет огромный. Я даже не знаю, в какой части города нахожусь. Сейчас скажу улицы, как где тут что-нибудь. Улица Крымская 5А. Вот она, улица. Так, а тут непонятно, тут двойное или одинарное движение. Предположим, одинарное. Ай, двойное. Да, вон справа. Мне налево надо. Ну, вернее, вот так. Поэтому в левом ряду. Читинцам огромный привет. Я знаю, смотрят меня здесь люди. Всем огромный привет. Как дела? Сейчас едем обратно на заправку, которая при въезде. Сейчас литров 300-то зальем. Видите, у меня уже красная загорелась. Как его? Бак. И правый тоже уже там, по-моему. Вот. Что-то я вот не пойму, почему говорили, что мне дороже. Посмотрите, видите, на стеле написано дизельное топливо 74,30. Тут по карте Делки скидка приличная, видите, 71,50. Сейчас мимо будем проезжать с Роснефти, я посмотрю, сколько она стоит там на Роснефти. 71,50, сейчас запомню и посмотрим. Самому даже интересно. Так, ну вот мы подъезжаем к Роснефти. Давайте посмотрим вместе. 71,50 на БРК. А здесь.
71, 81. Как бы, может быть, там тоже какая-то скидка идет. Кто его знает. То есть, как бы на 31 копейку дороже на Роснефти. И плюс еще и очереди здесь бешеные. Часа 2-3 точно теряешь. Если не больше. Особенно на той заправке, которая вон слева-то у нас будет. Там вообще машин 20-30 легкую может стоять. А если еще бензовоз приехал сливаться, там и полдня можно простоять. А логистам же не объяснишь, что, блин, я не мог ехать, потому что я не мог заправиться. Как-то так, в общем, тут не хватает. Роснефть, я не знаю, они бы там увеличили бы колонок побольше под фуры, чтобы одновременно могли не справа-слева, да, заправляться две машины, а чтобы 4 машины заправлялось, быстрее было бы. В Циолковском то же самое. В Шилке там тоже вот сейчас проезжал мимо, тоже там на Роснефти машин 15, наверное, стояло. В общем, как-то так. Так, ну ладно, сейчас посмотрим, где будем вставать. Надо что же.